Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24. С вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King, и к нам сегодня в гости пришла кандидат экономических наук, доцент СВФУ, солистка ансамбля «Ярила в день» Татьяна Родер. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Да, Татьяна. познакомьтесь с Семеном, мой постоянный соведущий Семен Тарбахов. Спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, что вы будете готовить? Что вы Сегодня мы будем готовить русское блюдо селедка под шубой. Ну, конечно, существует несколько теорий, русское ли оно. Да. Но мы сегодня расскажем обо всех теориях происхождения этого блюда. Да. Почему вы выбор именно остановили на этом блюде? Это ваше любимое блюдо, вы любите его кушать, либо это ваше фирменное блюдо? Ну, это, конечно, не фирменное блюдо. Ну, мы знаем, что праздничные столы россиян, они имеют свои какие-то особенности. Кто-то любит пирожки, чтобы обязательно были на столе. Да. Но есть несколько блюд, которые являются обязательным атрибутом столов в нашей стране. И одно из них является селедка под шубой. Ну да, Мне кажется, селедка под все шубой, любят. да, ну ее все любят, да, она как бы это. Ну вообще, существуют же разные градации национальных кухонь. Ну, мы говорим, якутская кухня, там, не знаю, итальянская, там, ассоциируется в первую очередь там, с пастой и с пиццей. Русская кухня, какие самые... Когда мы говорим о русской кухне, Да. во-первых, всплывает в памяти пирог. Пироги, да, конечно. Каравай, Пироги, пирожки, да, каравай. картошка вареная, фаршированная щука, Да. стерлядка. Стерлить. Да, дальше любимая всеми наша, особенно в летний и весенний период, окрошка. Окрошечка, да. Да. Вот изначально у меня была, конечно, идея приготовить окрошку, но остановилась я на селедке под шубой. И несмотря на то, что существует несколько подходов, теорий возникновения этого блюда, откуда оно произошло, подходов существует несколько. И не все историки кулинарии утверждают, что она произошла все-таки в России. Одни говорят, что она... Споры идут до сих пор. Да, споры идут до сих пор, но все-таки на одной теории остановились. И, кстати, недавно в Москве в 2018 году установили рекорд Гиннесса, приготовив сель под шубой весом 1018 килограмм. Больше тонны. То есть тем самым отметили 100-летие сельди под шубой. Вот такое. Это исходя из теории, что это блюдо возникло в московском трактире, где проводились политические дебаты. И повар этого трактира придумал это блюдо, где селедка ассоциировалась с рабочим классом, картофель и лук с крестьянами. А уже непосредственно свекла, она придавала революционный дух этому блюду. Типа красноту. Вот, это одна из теорий. Даже вот какая-то такая привязка к То этому. есть, да, вот и как раз тот рекорд, который был установлен, он именно и шел от той даты 1918 года. Да, ну, я почти уверен, что рецепты, они чуть-чуть могут разниться. Кто-то готовит так, кто-то готовит так. Как вы будете готовить, мы скоро узнаем. Я хочу отметить, ну вот вообще, телезрители, да, ваш костюм, да, вот это, скорее всего, костюм, который вы... Конечно, безусловно, да, это очень костюм, красиво. это русский народный костюм нашего коллектива, народного ансамбля русского танца «Ярила в день». Создателем этого костюма является наш бессменный педагог Ирина Андроновна Егорова. И в настоящее время в этом костюме мы танцуем старинный русский танец «Краковяк». Краковяк, конечно, это старинный народный русский танец краковяк. Ну, это небольшая стилизация, вот, ярмарочного характера. Потому что, да. Ну, это вот как бы больше, конечно, да. Вот такой, то есть вот это украшение и барановский платок, который является тоже что это все традиционным. означает, да? Или это, ну, как это... Ну, свои, конечно, есть особенности, но вот обувь, это танцевали наши красные кадрилки. Да, я вот, телезрителям не видно, но вот эти и барановский платок. Туфельки. Традиционные. Да, все очень красиво, да. Но я все-таки вам, перед тем, как мы приступим к готовке, предлагаю надеть наш фирменный фартук.
просто Да, с вкусно. большим удовольствием. Просто вкусно, да. Ну, я боюсь, что вы можете испортить вот эту красоту. Да, это Вам- концертная- Вам еще выступать. Да, концертный наверняка это скоро. костюм, да. Да, пока надевайте. Давайте вот так и проверим микрофон, все ли хорошо у нас. Да, и мы уже сейчас можем приступать, Да, можем приступаем. приступать к резке, Потихоньку к приступать, навеске. да. Да, Так что- как Ну, вы рассказывайте, как вы все делаете. Ну, как я уже сказала, теорию происхождения состава селедки под шубой у разных народов есть свои. А вот одна из, кстати, из теорий, что блюдо возникло в скандинавских странах, Германия, Дания. Раз уже у них тоже есть селедка, конечно. Да, в Дании. Возможно, что-то подобное Да, готовят. в Дании первый слой сельдь, а далее добавляются еще и маринованные огурчики. А уже в Германии, вот их рецепт, тоже теория. Тоже теория кулинарных историков. Одно из вариантов происхождения в Германии, там вот соленые огурчики, они заменены на морковь, то есть ближе уже к нашему. Вот, ну, моя особенность приготовления нашей семьи, мамы моей, мы все ингредиенты заготавливаем на терке. То есть тогда она пропитывается лучше. Да-да-да. Тем более, когда гость на подходе, это тем более. И она, мне кажется, более нежнее, когда на терке. Да-да-да, но быстрее впитывается слоями. чтобы- Лук но тоже, да? В любом случае, Лук, значит, что мы только будем резать? Мы режем лук мелко. Я кладу, кстати, не очень много. Натирать не будем. натирать лук это А то точно занятие. мы я начнем так- плакать все здесь, Да, конечно. да, да, да. Вот, мелко. И я немного кладу. То есть этой луковицы будет, конечно, много. Мы немножко Половинку, ставим, да. да? Да, На да. терке у нас пойдет картофель. Картофель я натираю обычно вот на такой. На крупной. Да, на крупной. Дальше у нас сельдь мелко нарезаем. Сельдь тоже надо Резать, будем Конечно, резать. конечно. Да, режем лук и сельдь. На крупной терке картофель, на крупной и уже на мелкой морковь, яйца. Натираем. Свекла, да. Да, уже свекла, будет я на смотрю, мелкой. у вас вот вакууматор своя свекла. Да, конечно же, это своя. Мы очень любим, когда в сельдь под шубой идут свои продукты. В сентябре месяце мы заготавливаем в такие Все вот. дружно садитесь, начинаете конечно, заготавливать, она собираете слаще. сбор. Крупная Понятно. свекла, она идет на хранение, а мелкую свеклу мы вот так вот отвариваем, чистим и вакуумируем, и сразу же я готовлю по порции, вот чтобы на один раз. Ага, ну зато вытащили, гости, Да, да. мы идем, и вы Вот такие всё, раз, и я раз вытащили, и вот все это готово. порезала, да, слои майонеза, и посредством того, что она уже подмороженная, будет пропитываться гораздо быстрее Да, и лучше, да. будет вкуснее, она да. слаще, это Да. домашняя. Ну, красота уже. Ага. Говорится. Так, тогда, ну, я думаю, что мы приступаем. Да, конечно, надо приступать, потому что самая главная задача этой передачи, знаете, какая? Так. Накормить ведущего. Хорошо. Шутка. Говорит, и соведущего тоже. Мы любим, страшно любим кушать и всегда все пробуем. Да. Татьяна, ну, вообще первый вопрос должен был прозвучать в самом начале передачи, но мы немножко отвлеклись, ничего страшного. Расскажите, пожалуйста, нам и нашим телезрителям, кто вы, что вы, немножко вашей истории, да. Вы же не сразу стали доцентом, скорее всего? Нет, конечно. В один день. Ну, родилась я в городе Якутске. Ага. У меня родители здесь родились. Закончила школу номер 33. До этого я училась в школе 26. 33? 33-я школа, которая находится... в 92-м. Да, Я ее совершенно строил. верно. Вот так. В 92-м году я проходил практику как первокурсник, и нас отправили... Абсолютно верно. в Есть такое в истории школы. 33-ю школу, сказали, вы будете, мы делали двери, заливали, ну, самую такую грязную работу, конечно, нам давали, делали двери, таскали, стекла таскали. Вот 33-я школа, только строилась, 92-й год. Мгм. 33-я школа, она была, да и в настоящее время сейчас, с таким творческим уклоном, Да, да? да, да. Школа эстетического воспитания. И я при всей моей любви к моей первой школе номер 26, где учится сейчас мой сын, вот, мне очень захотелось больше творчества, больше эстетики, и я перешла в 33-ю школу. С большим удовольствием, успешно ее закончила, после чего поступила в Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Так, Вот. почему? Вот тут сразу возникает вопрос, но всегда же
перед выпускником вчерашним встает вопрос, дилемма, куда поступать, куда пойти, как говорится, да. А вот расскажу. Да, давайте. Моя мама больше 40 лет, то есть 42 года, посвятила свою жизнь статистике. И, Так. конечно, я росла в стенах Сахастата, то есть статистического управления в то время. И, конечно же, ну куда поступать? Папа у меня связист, брат у меня стал Ну, то есть у вас связистом. как бы и а я- творческая составляющая, Конечно. и все-таки и цифры. Да, Вы цифры. любили цифры? Да, Ну, как бы да. нужно мало любить, нужно же... Конечно, еще и это с ними на ты. осваивать, С да, ними на ты с нужно быть, легкостью. да. Вот, закончила я статистику, 5 лет специалитет, и впоследствии поступила в аспирантуру в этом же Московском государственном университете экономики, статистики и информатики. В аспирантуру тоже Сразу? на статистику. Да, после вот 5 лет поступила на очную аспирантуру. Впоследствии я ее закончила и через вот 4 года защитила кандидатскую диссертацию. Кандидатскую диссертацию. Карьера Кстати, научная вообще сразу на Ну вот, в гору. как-то, когда ты по большому увлекаешься, когда ты счету, занимаешься тем, что тебе нравится, оно и в принципе и получается. как-то так, ну, Да, честно когда говоря, ты своей занимаешься ножки не тем- тянет. да, Тип абсолютно такого, да. верно. Ну, то есть вы занимаетесь любимым делом и, собственно, и продолжаете сейчас. И дальше что было? И в 2007 году вот я стала кандидатом экономических наук, и когда я училась в аспирантуре, я стала работать у себя в университете, в своем институте, Институт статистики и В Москве? эконометрики в нашем университете, да. Вот, и впоследствии я стала заместителем директора по науке этого института. Начинаем формировать. Я люблю сразу же. Я не знаю, как... Да. Пожалуйста. Я продолжаю. Первый слой. Да, пошел первый слой. Уже Пошел мы первый слой. натерли, друзья, картошечку. На крупной Пошел первый терке. слой. Я не профессиональный кулинар, поэтому я на глаз и на вес ничего не взвешиваю, поэтому смотрю нормально. Как всё Да, получится, Да, ну, да. то есть- Если что, мы еще добавим. И, значит, А что, и блюдо такое? блюдо это, конечно, советское? это советское блюдо, Да, я это мамин хрусталь советский, собственно говоря, который как раз грудо. исторически, да, исторически на наших советских столах вот были вот такие блюда, Дань в которых как истории. раз да, слои, все селедки будут как раз просматриваться. Да, видны будет, да. Ну, просто так. Вот, и после чего, после защиты диссертации, я вышла замуж. Ага. С мужем мы познакомились у нас в университете, только он учился Кстати, на вот специальности. тоже в самом начале хотел спросить, красивая фамилия интересная. Что значит? Да, Это похоже мой- на... Я просто сначала, когда мне передали, что ваши данные, говорю, Татьяна Ротарь. Может, неправильно написали Ротару, может быть? Ага. Мой муж, он родился в Молдавии. Ага. Да, папа у него украинец, мама молдаванка. Ага. Поэтому это фамилия моего, Ротарь. да, любимого супруга, Дмитрия. Так. Можно поле здесь привет передавать. Да. Привет Любимый муж, передавать. передаю тебе привет. Да. Вот. Итак, вышли замуж и... Вышла замуж. И тут началось. И Нет. потом мы проживали в Москве все эти годы. И потом, впоследствии, значит, у нас родился сын, и мы решили приехать в Якутск, пока он маленький, побыть здесь год. И вот 15 лет, 16, мы Вы здесь, да. здесь. Вместо года мы очень любим Якутск. Мой муж полюбил Якутск, Якутию, природу, людей, кухню якутскую он любит очень. И вот и мы живем здесь. И Смина кушает? Все кушает. Мама очень любит. Все кушает? Да, все кушает. Мама у меня очень любит якутскую кухню. Папа не очень любил, муж любит. Я думаю, этого достаточно. Хорошо. А вы сами как вообще так называемой готовкой? Есть ли какое-нибудь коронное блюдо у вас в семье, праздничный момент? Про селедку под шубой не буду говорить, да, это уже понятно. Понятно, да, что селедку под вы шубой. прям это Ой, очень ну вот любите. оказалось, у меня одно из теперь любимых блюд будет фаршированная щука. Котлеты рыбные я всегда любила, и вот сейчас, мне кажется, я попробовала, у меня получилось, и, наверное, это будет у нас теперь традиционным таким праздничным блюдом. А так мы очень любим всей семьей. Лепим манты и любим делать пельмени. Муж мой очень любит вареники с соленым творогом. Да-да-да, То есть, такое. да, страны вот Молдова, Украина, они любят именно с
соленым творогом. Моя мама любит, например, сладким, дети любят сладким. Вот так соленым творогом. Это вот одно из таких наших вот семейных блюд. Муж мой любит мамалыгу. Вот, мне пришлось тоже научиться ее готовить. Мамалыгу, да. Мамалыга это кукурузная каша. Вот, сначала кашу обжариваешь на сливочном масле, подсаливаем, чтобы она зазолотилась, после чего варим как кашу обычную. Далее, когда она уже проварилась, крупа, я выкладываю в миску, для того, чтобы сформировалась красивая такая форма, переворачиваю, смазываю еще сливочным маслом, и она так застывает. И далее мы кушаем ее кусочками, как, собственно говоря, пирог, торт. Еще, как рассказывает муж, он очень любит. Далее ее бывает на завтра уже. Это как некий хлеб. Обжарить на сливочном масле, на растительном, можно также просто на сухой сковороде. И любите экспериментировать, я так понял, Вот, в кухне. вот так, да. Да? Мы очень любим готовить, мы очень любим кушать. Мы чуть ли не просыпаемся и сразу Начинаете думаем. готовить? Да, нет, мы идем на Чтобы- работу. А. Что мы будем готовить сегодня? Да, мы планы очень любим. строите. Да. Не, ну, не секрет, что кушать любят все. Да, ну, нет Вот. таких людей, которые Да, вкусно- мы любим каждый день новое. Ага. Значит, майонеза я думаю, что я кладу немного, но и немало. Очень многие кладут больше. Мне кажется, этого достаточно. Майонез очень вкусный, но мы будем стараться каждый слой промазывать. Единственное, я не промазываю после селедки. Да, ну, чтобы она была конечно. такая рассыпная. Она сама по себе, Да, чтобы была, да, чтобы ее не слеплять. А вот овощи уже я промазываю каждый слой майонеза. Хорошо. Ну вот мы Основа у нас положили, есть? основу положили, подушечку. Да, подушка у нас готова. Поехала. Мелко нарезанная Да, нам бы селедочка. еще... так, в принципе. Да, мелко нарезанная. Я думаю, что мы ее положим все. Да, Здесь как раз- бы рыбы много не бывает. Да. Здесь как раз... Все-таки она самая главная. Да, Недаром один же из, да, называется основных селедка ингредиентов. Да. под шубой. Так, сколько яиц нам примерно? Так, яиц, я думаю, что мы здесь... Половину, да? Да, половина. И знаете что, давайте еще одно яйцо отделим от желтка и отдельно сверху уже после свеклы украсим желтком. Да, Вот так. немножко. Хорошо. Да, немножко. Мелко вот так этого и... Да, яйца это огонек, должна быть очень хороший желток яркий. Так, все, лучок мы немножко положим. Так, после рыбки. Моя подруга, к примеру, которая является тоже частым гостем нашего дома, не любит с луком, и когда есть Марина, я все равно кладу лук, она об этом не знает и не замечает. Не замечает. Мелко, потому что он Я говорю, придает Марина, я вкус. не буду Не, класть, а сами такие тихо. Да, Марина, надеюсь, ты это не слышала. Вот. вот как, Да. Итак, что касаемо вашей истории. Приехали вы в Якутск. Да, в Якутск. И? У нас, значит, родился первый ребенок, это у нас сын Даниил, замечательный парень, которому сейчас 15 лет. Он обучается, как я уже сказала, в школе номер 26. Сейчас у него предстоит сложный период в жизни любого школьника, это сдача ОГЭ. Надо удачи пожелать молодому Да, человеку. удачи, сыночка. Также он является солистом образцового коллектива России, народного ансамбля эстрадного танца «Сюрприз», который, собственно говоря, я тоже закончила, Вы являюсь тоже, да. Мы к этому выпускницей. вернемся, да, обязательно. Да, потому что Вот, отдельная сын, тема его на это сын, Да, это есть у меня сын. вопрос. Значит, он ведет очень активную общественную жизнь, принимает участие в разработке моделей детской городской думы, является лауреатом, победителем «Шаг в будущее». То есть тут молодой человек, который наполняет свою жизнь активностями. Я считаю, как раз чем больше человек загружен, тем больше он успевает и получает хороший успех. Да, я тоже. Спасибо. Так, Так, пошел. значит, здесь мы не прокладываем Да, майонез. как и говорили заранее, да. после рыбки без майонеза. Так, нет, сейчас у нас пойдет морковка. Да, морковь. Морковь? Будет морковь. Да, мелкой? Мелкая. Морковь мелкая. Потом будет яйца и один потом желток мы еще Да. будет у нас пойдет на украшение.
Вот, это вот сын. Да, это Родился сын. Нет, сын. а сами вы устроились работать. Потом, когда, значит, мы вернулись в Иркутск, ну, приехали в Иркутск, я еще являлась сотрудником Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, находилась в декретном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком. Но потом, когда мы приняли решение, что мы все-таки будем жить в Иркутске, я стала работать в филиале Байкальского государственного университета. БУГЭП. Да, БУГЭПа. Да. Мгм. И впоследствии уже перешла в 2016 году в Северо-Восточный федеральный университет, финансово-экономический институт. ФИИ. Да, ФИИ. Где вы сейчас до сих пор И да, где по работаете? настоящее время я работаю, являюсь доцентом кафедры экономика и финансы и являюсь еще заместителем директора нашего финансово-экономического института по внеучебной работе. А внеучебная работа, она характеризуется как раз творчеством, Так, культурно-массовые И тут- мероприятия, да. и как раз тут... Ваша да. стезя. Yes, да. И как раз, спасибо большое. И здесь как раз я могу реализовать свои творческие увлечения, способности, настроение. Мгм. Так, пошла морковь. вошла морковь. Морковь. Следующий слой. Ну, мы вспоминаем о том, что я все на глаз. Да, Здесь, да, возможно, да, у нас да. что-то останется. Конечно, продукты никогда не пропадают. Вот. И я что делаю, бывает? Я, бывает, вторую тарелочку. Это для гостей на завтра, а это для семьи на сегодня. Так что ни один ингредиент, он не пропадает. Как говорится, даже если останется чуть-чуть, ну ничего страшного. Да? Да. Соль, перец, если что. Вот. Хорошо. Спасибо. Мы солить не будем. Солить не будем вообще, да? перчить тоже Ну потому не что будем. вы готовили... ну селедка сама по Да, себе. да. Соленая. Достаточно Картошка, прекрасный скорее всего, варили майонез. тогда тоже. Не солю. Овощи не солю. Между прочим, очень многие хозяйки запекают картофель. Я тоже несколько раз овощи тоже запекала. И для оливье запекала. Еще сейчас, между прочим, после вакуумирования продуктов тоже отваривают очень многие хозяйки овощи. И уже их потом, мне кажется, идеально. Как раз пойдет у нас яйца. Мне кажется, больше здесь не надо. Очень многие хозяйки, они вот таким образом уже в вакуумированных пакетах отваривают овощи для того, чтобы питательные вещества, они не уходили в воду, все оставалось непосредственно в самом овоще. Сохраняют. Да, сохраняются все питательные вещества. Итак, Семен начинает заниматься Свеклой. свекловочкой. Специально. Свеклой на мелкой, да? Да, свекла мелкая пойдет. Так, поехали. После моркови у нас Поехали яйца. яйца. Тоже на терочке мелко. Да, мелко, натерты. обязательно. Потом еще майонезиком. Да, Я не буду говорить, что майонеза много не бывает. Бывает. Селедку под шубой очень можно, кстати, испортить. Ну да, чтобы она, если она будет плавать в майонезе, ничего Да, хорошего. То можно. есть всё Бывает должно- такое, всё должно что- быть в гармонии. Да, Гриша, да? Да. Бывает такое, что портит. Да, друзья, мы, кстати, сейчас снимаем передачу, мы все снимаем заранее, именно сегодня Международный день танца. Да, сегодня Международный день вот. танца. Как ваша жизнь вот связана с танцем? Да вы же говорите, что и в детстве танцевали. Конечно. В сюрпризе, да. Ну, то есть- Моя любимая мамочка, мои любимые родители в 6 лет отдали меня на танцы. Изначально я занималась в Доме пионеров, ныне в Дворце детского творчества. Который сейчас, Да, в ансамбле «Сиртимере». Семера. Да, Так. Сиртимере. Это якутская? Ага, да, Ага, я в так. этом коллективе изначально танцевала, и потом у меня возникла большая мечта попасть в ансамбль «Сюрприз». Это образцовый. Да, образцовый коллектив Образцовый, России. да, крутой, Мгм. вообще, Да, народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз». И в 11 лет я стала участником этого То есть коллектива. прошли отбор, наверное, скорее всего. Да, был конкурсный отбор, да, был конкурсный волнение отбор. Елена наверняка. Андроновна, значит, подтвердит, было в тот отбор одно только место, я прошла. Я прошла, я была самым счастливым человеком, и тут начались гастроли, съемки, Останкино, Первый канал. Это, конечно, такое очень яркое, Ну, счастливое детство. Да, незабываемо, я так думаю. Да. Мгм. И вы это все пронесли через всю свою жизнь. Да, и И до сих пор продолжаете. И до сих пор продолжаю. Когда жила в Москве, танцевала. И вернулась, когда в Иркутск уже пришла.
в ансамбль И начали- Ярилов день. Да, и начали искать, где бы еще вы Да, потанцевать. где, бы, да? где, где, Не, ну, где. Наверняка Мгм. же Конечно, человек все равно ищет конечно, для себя. мне то, уже что не ему- 18 лет, а я давай и фитнес, и йогу сходила, ну что-то все. И тут уже смотрю, существует коллектив, один год как живу на одном концерте, а руководитель наша дорогая, уважаемая Ирина Андроновна, которая является бессменным руководителем также и ансамбля «Сюрприз», создателем этого ансамбля. Вот, И вы такие, я пришла, конечно, да, в свой родной дом дружбы народов, и вот и по До сей день. Карлуковского, который мы как Да, говорили. да, ансамбль создан в 2013 году Ириной Андроновной. Вот мы отметили 2 года наш первый юбилей 10-летний. В 2017 году очень быстро ансамбль получил звание народного коллектива Республики Саха-Якутия за счет того, что очень много где принимали участие и принимает, да, коллектив. Коллектив стал лауреатом очень многих смотров, фестивалей и неоднократно также становился обладателем гран-при. Что, собственно говоря, вот недавно у нас был фестиваль-конкурс «Танцы народов мира», и вот мы там заняли гран-при. Совсем вот Вообще, недавно. поздравляю вас. Да. Спасибо. Что, мы знаем, что Ярила это бог... Да, бог солнца, Бог солнца, конечно, да. Что бог значит Ярила солнца. день? Вот мы как раз такие солнечные люди, которые дарим праздник нашему любимому зрителю. Мы те люди, которых объединяет одно. Очень большая любовь к танцу, к русскому танцу. Русском. То есть Да. вы исполняете Да, конкретно да, только русские Да, русские танцы и танцы различных областей нашей страны. Может, это еще вот такие исполнять. Так. Так. А между тем, А между тем, возвращаясь к майонезу, так, проходимся опять. да, тонким слоем. Тут я сделаю чуть потоньше, потому что у нас будет свекла. Мы помним, что она дачная, замороженная. Она и так нам даст сока. Так. Это очень вкусно. Я просто в предвосхищении. Вы ведь сегодня не завтракали, не обедали? Да, ну, 3 дня не ужинали? телезрителям нужно сказать, что передача у нас выходит примерно вечером, а Да. сейчас мы снимаем днем. Да. Я так думаю, вот для обеда, для позднего завтрака, ну, это просто чуть ли не сам Бог велел. Бог Ярила, Да, Бог Ярила. к тому же. Да, такой действительно весенний. Бог Солнца. На дискотеке вы ходите? Вы знаете, настолько жизнь полна творчеством концертов, я не буду говорить, что уже там, уже когда нет, не за это. Все твои выходные, они все на сцене. И уже клуб как-то, кстати, вот недавно мы были там. Это редко так, потому что так жизнь наполнена концертной деятельностью, софитами, ты получаешь безумную энергию от твоего зрителя, даря. Ну, то есть вы ему свою- выступаете очень часто, получается? Часто, конечно, Да? да. Круто. Ну, то есть вы востребованный коллектив, молодцы. Ой, да. Да, вас везде приглашают. вы Да, участвуете. занимаемся мы после рабочего дня, вечером, то есть мы все... изначально хочу сказать, что коллектив зародился вот таким образом. Ирина Андроновна пригласила в качестве участников коллектива родителей детей, которые обучаются в ансамбле «Сюрприз». Ну, То есть, чтобы они тоже были родители, заняты. конечно, Ну, да, чтобы как вот, бы, да, вот, одно чтобы другому они не не- сидели в коридоре в ожидании своего ребенка, пока он на репетиции, и вот. Давайте тоже. А давайте тоже. И вот так давайте, уже 12 лет, и дай И бог, ансамбль чтобы было. образовал- и ансамбль Да, образовался, И уже лауреатом. Да. Круто. Да. Дальше. Нам надо убежать. Да. Потому Мы с вами Не- финишируем что нельзя терять ни минуты. и покрываем все домашней свеклой. Самый верхний слой. Да, получается. самый верхний слой. Это уже свекла. Так. Ну, видите, ровно, вроде как бы Да, на глаз. да, на глаз. Но Желток, да? Да, желточек давайте, украсим. Я думаю, что у нас мы всю свеклу, она очень вкусная. Аромат от нее.
Да, мы нашим телезрителям должны сказать, вот мы снимаем передачи наши заранее, да, но она будет выходить накануне Дня славянской письменности и культуры. Собственно, почему вы здесь? Да, Татьяна, расскажите, пожалуйста, что за день такой и что он лично для вас Да, означает? это замечательный праздник, праздник Дня славянской письменности и культуры, когда мы вспоминаем и чествуем равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые явились святителями славян, которые распространяли письменность и, конечно же, явились создателями славянской азбуки. Да, первый. Да, славянской азбуки. То есть в этот день мы вспоминаем и говорим об нашем культурном русском наследии, говорим о нашем русском языке, о фольклоре, то есть о всех традициях, которые мы должны сохранить и передавать нашим детям из поколения в поколение. Тем более, что в последнее время политика нашего государства вообще стремится к этому, что все-таки уж хватит. Да, чуть ли не так, да, чтобы... Мы стараемся сейчас и изменять вывески, названия компаний, фирм, которые использовали латинские буквы. Да, и новый мы- закон о чистоте русского языка, Да, да, ну чтобы мы вспомнили, что у нас Кто мы, есть, да, и да, что мы- Слишком много было в 90-е годы, когда вот страна, скажем так, по-другому уже вроде как бы пошли рельсы, и очень много англицизмов, иностранных слов зашло, а сейчас как раз вот о чистоте русского языка и, собственно, о культуре. Да, очень много проводит сейчас мероприятий, проводит Да. русская община, очень много мероприятий по Членом, сохранению. кстати, которые вы являетесь, между Да, прочим, да. да. Какие мероприятия вы там? Ну, и очень много мероприятий проводит наша председатель общины Егорова Екатерина Евгеньевна. Которая у нас тоже была здесь, Да, гостья Екатерина. привет, да, Катя. Да. Вот с Катей мы знакомы очень давно, мы Вместе являлись, тоже да, танцуете, я участницами, знаю, да, да, совершенно да. верно, и в сюрпризе, и в Ирилов день. Очень много проводится мероприятий, которые приурочены к всевозможным русским праздникам, то есть там мы показываем наши традиции русские. Недавно, когда еще у нас были заснеженные река Лена, мы там провели невероятно красивый фотосет в русских костюмах, и главным атрибутом костюма нашего внешнего вида были валенки. Валенки. Да, вот так. Ну да, И русские мы валенки. заметили, что очень, Валенки, очень валенки. удобно ходить, да, Ага. сняли прекрасные фото, видео, зарядились энергией, был очень солнечный день, и вот это теперь солнце мы несем нашему зрителю, нашим студентам во время лекции, и вот передаем ту энергетику, Да, которая как и раз солнечную финиширует. желток. Это солнышко. Солнышко, да, мы Это уже... солнышко. Это солнышко. Мы покрываем нашу сель под шубой, тем самым заряя всех теплом, энергетикой. Пусть у нас все получается, пусть все наши цели достигаются, все мечты сбываются, чтобы все были здоровы, любимы, успешны и очень-очень счастливы. Все. Это у нас окончательный вид. Да, сейчас мы... Как мы будем сервировать это? Ну вот обычно дома я лопаточкой. Так, ну что? Да, самая любимая часть передачи, собственно, сервировка и Так, ну, конечно... отведывание. Ага. Отведывание. Конечно, чтобы сель была достаточно красивым куском, она должна немножко стабилизироваться, конечно, да, чтобы все ингредиенты с собой подружились и приняли такую единую форму. Семен любит да. говорить, поженились. Поженились. Да. Правильно, очень Поженились. красивое Ну, слово. поэтому время у нас на свадьбу нет, поэтому, Да, ну что делать-то? Эфирное время оно Да. такое, мы не можем ждать ни минуты. да. Да. Самое вкусное вот здесь. Я Здесь- знаю. Да. То есть вы хотите меня вот здесь дать? Да. Ближе к серединке. Опа. Получилось? Да, красиво выглядит. Получилось. Так, первая Есть? порция. Первая порция. Так, это я пойду вот сюда, Давайте. и там следующий будет. Здесь кто более голоден?
Кто более голодный? Так. Все молчат. Он тоже достоин быть в кадре, Да, этот он кусок. тоже должен быть в кадре. Это и даже он. И даже... Ну, мы вспоминаем о том, то, что для стабилизации у нас времени Да, не было. Не было, Да, ну, а да. что делать тогда? Ну, солист этой композиции, я думаю, вот этот. Да, был, Васильевич? главный артист вот. Да, главный артист. Главный артист, но самые главные артисты, они вот, Да. это мы сидим сами потом За кадр. за кадром, да. Самое вкусное, мы еще подождем. Так, у Часик нас же плюс-минус, еще- полчасика холодильника, он должен, Да, по-моему, постоять да, конечно, какое-то время. да. Я, оказывается, тоже кое-что знаю. Вот видите? Да, тут я хотел блеснуть своим этим. Так. И опять не забываем, что стабилизации у нас не было времени. Да, да. А еще знаете, что можно сделать? Для того, чтобы Да, скрыть разные погрешности, Вот так мы еще сделаем вот так. пройтись. Да, когда у хозяйки не было времени на стабилизацию ее сельди под шубой, мы можем скрыть, то есть вот как, вот так, да? Мгм. И вот такую вот Да, это так- подачу показать. Да, да. Ну, такой То есть тоже вариант тоже подачи. Вариант подачи. Ну что ж, друзья, давайте вооружимся вилочками. Давайте отведаем, что у нас. Я вот такой Так. красивый Мне возьму. вот ложку Хорошо. передайте. Так. Вот эту? Пожалуйста. А Вот. я, наверное, А- давайте а- вот нет, вот а вы давай- а вы солиста. давайте главного солиста, Ну, давайте главного главного артиста. солиста, хорошо. Сельдь под шубой от Татьяны Бай Ротер. Татьяна, Пробуй. да. Пробуй. Вообще по красоте. Вот так. Очень-очень Да, очень вкусно очень. Терка. Главный друг. Ну, конечно, от сельди тоже очень много зависит. Да, чтобы она была. Ну, мы знаем тоже. Мама моя прекрасно, кстати, ее солит сама, маринует. Мы тоже бывает, берем для себя. Мой. Вот так. Татьяна, очень вкусно. Спасибо вам большое. Нам подсказывают, что наше эфирное время подходит к концу. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Дорогие наши телезрители, в этот прекрасный день, День славянской письменности и культуры, я желаю вам крепкого здоровья, вам, вашим родным, близким. Пусть ваши сердца будут всегда наполнены любовью к своему окружению. Желаю вам успехов во всем, в трудах, в учении, в творчестве. Будьте счастливы. Друзья, я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была кандидат экономических наук, доцент СВФУ, солистка ансамбля «Ярилов день» Татьяна Ротер. Татьяна, вам огромное Да, спасибо, большое за спасибо, Татьяна, очень очень вкусно. интересную беседу, очень вкусную селедочку под шубой. Ну а, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и ешьте, как мы тут часто говорим, просто Вкусно. Вкусно. будьте здоровы, друзья.